Война между Ираном и Израилем. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня весь мир наблюдает, как между Ираном и Израилем вспыхнула открытая фаза конфликта. Как мы уже видели и знаем, Израиль первым нанес удар по территории Ирана, убив высокопоставленных чиновников, а также атаковав мирные районы. И как обычно после этого бывает, пошли громкие заявления. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, или как еще его называют Биби, заявил с трибун: посмотрите, как Иран атакует нас. Но сегодня важно понимать, инициатива исходила именно от Израиля. Это он развязал новый виток эскалации. Президент США же Дональд Трамп, ближайший союзник Израиля, признал, что Вашингтон и Тегеран были близки к подписанию соглашения по ядерной программе. Но Израиль же решил иначе. Он самовольно ударил по ряду стратегических объектов Ирана, что еще раз доказало и показало, что Израиль не стремится к урегулированию конфликта. Он хочет диктовать свои правила и условия даже своему большому союзнику, как США. Иран ответил жестко, смело. Один без союзников под санкциями в условиях изоляции. Это не просто ответ, это была демонстрация независимости, силы и принципиальности. Тем временем в мусульманском мире я увидел некий раскол. Большинство обычных простых мусульман, в том числе суннитов и мусульман других стран, а также обычные жители европейских, азиатских, американских стран, поддерживают действия Ирана. Вы можете увидеть это в соцсетях, где они записывают всякие видеоролики и говорят и пишут, что у Ирана есть право на самооборону, у Ирана есть право на самозащиту и на ответные меры. Особенно на фоне геноцида в Газе, где многие страны Персидского залива продолжают молчать. Но, к сожалению, мы видим и другую сторону, полное лицемерие. В комментариях под видео некоторые пишут: а что сделал Иран для Палестины? Шииты убивали суннитов в Сирии, в Ираке и так далее. А турки и арабы защищают мусульман, а не Иран. Но если говорить честно, а что сделали они? Где их санкции против Израиля? Где помощь Газе? Военная, гуманитарная, хотя бы политическая? Где действия, кроме как больших громких слов в соцсетях и с трибун? Некоторые мусульманские страны ведут миллиардные торговые отношения с Израилем, в том числе поставляют им топливо и другие энергоресурсы, строят с ними открытые связи. А Иран, несмотря на внутренние трудности и международное давление, уже более 40 лет действует. Не на словах, а на деле. Это не означает, что Иран идеален. У него есть ошибки. Но когда дело касается Палестины и противостояния израильской агрессии, он один оказался единственным, кто не побоялся бросить вызов. Сейчас историю уже записывают на видео, и она запомнит, кто был с народом, а кто молчал, кто торговал, кто оправдывался, а кто боролся, даже если он был в одиночке. Что вы думаете, что нас ожидает? Расширение конфликта, или же все-таки они урегулируют этот конфликт, и мы будем жить в мире и в процветании? Ассаламу алейкум, мира вам и благополучия.